Доброй ночи. Вторник, 22:20, время Минимджа, время Атласа. В эфире телеканала АТР. Как обычно, веду эту рубрику я, Юрий Мацарский. Вот уже, повторюсь, опять же, как обычно, я стараюсь освещать те темы, мимо которых прошли мои украинские коллеги, на которые они не обратили достаточно внимания. Но сейчас не могу я пройти мимо, по крайней мере, двух крупнейших тем, одна из которых прямо сейчас приключается. Одна из них – это подготовка к запуску Falcon Heavy. Это корабль, космический корабль частный. Его корпорация Илона Маска построила SpaceX. Вот вы видите сейчас на экране. 24 минуты осталось до пуска. Я очень на это надеюсь. По крайней мере, он уже должен был полететь, но откладывается. Говорят, что во Флориде, где он сейчас находится, на мысе Канаверал, сильный ветер. Из-за этого пришлось несколько раз переносить время взлета. Я напомню, что Falcon Heavy – это самая большая ракета в семействе Falcon. Причем это не просто ракета, это та ракета, разгонный блок, который не сгорает, не разваливается в атмосфере, а возвращается назад. И вот сейчас на этой самой Falcon Heavy, которую вы видите на экране, на ней смонтированы два разгонных блока, вот два этих двигателя, которые прежде уже разгоняли предыдущую ракету Falcon 9. Ракета чуть поменьше и не такая впечатляющая. Планы у Илона Маска, у его корпорации колоссальные на этот пуск. Внутри, в том самом модуле, который выйдет в космос, законсервировано, если так можно выразиться, законсервирован автомобиль. Родстер Тесла электромобиль, который тоже производит другая корпорация Илона Маска, собственно, Тесла. И более того, в ней на репите, на постоянном репите играет песня Дэвида Боуи «Space Oddity». И если все пойдет так, как планируется, то после того, как этот самый блок выйдет в открытый космос и наберет достаточное ускорение, он долетит до Марса с какой-то невероятной скоростью. 11 км в секунду будет лететь этот блок в космосе. Он долетит до Марса и навсегда, по человеческим меркам, судя по всему, навечно, должен будет крутиться вокруг орбиты этого самого Марса. Я очень прошу моего режиссера и моего редактора мне сообщить о том, когда, если все-таки не будет перенесен этот пуск, когда он состоится, для того, чтобы показать вам в прямом эфире этот самый пуск. Ну а теперь к тем темам, которые мы, это значит я, ведущий Юрий Мацарский и мой редактор Александр для вас приготовили. Как я уже и сказал, есть те вещи, мимо которых я не могу пройти, хотя про них уже подробно рассказали мои коллеги, украинские журналисты. Одна из таких тем – это гибель российского самолета Су-25 в Сирии. Я напомню, история действительно историческая. Впервые за все время присутствия российских военно-космических сил в Сирии сбит российский боевой самолет повстанцами. Под большим вопросом до сих пор остается, кто же на самом деле сбил этот самый самолет, потому что впервые первыми, кто опубликовал сообщения и видео с места событий, была группировка Джейш ан-Наср, армия победы в переводе с арабского, которая является частью большой свободной сирийской армии, которая принято условно относить к так называемой светской оппозиции, которой помогают американцы, турки, и, в общем, западная коалиция. Но при этом ответственность за сбитие этого самого самолета взяла на себя совсем другая организация, Хаят Тахрир аш-Шам, прошу прощения. Примерно это можно перевести с арабского как комитет освобождения Шама. Шам – это тот регион, в котором находятся Сирия, Ливан, Палестина, если чуть шире смотреть. Так вот, эта организация взяла на себя эту ответственность за то, что сбит был самолет. Летчик погиб, летчика звали Филиппов Роман. Этот самолет был сбит из ПЗРК «Игла». Были опубликованы фотографии, которые, с места событий, его документы. В частности, благодаря этим документам удалось выяснить, что он не предатель, как сообщила, например, «Новая газета» из России. Она, напомню, написала о том, что этот парень перебежчик из Крыма, он служил в украинских ВВС, а после оккупации Крыма перешел на сторону врага. Нет, он не предатель, он просто оккупант, он сам из Владивостока, но его часть авиационная дислоцировалась в Крыму, куда он, в общем, приехал после того, как Крым был оккупирован, переведен, вернее, своим командованием, и уже из Крыма отправился воевать в Сирию, в провинции Идлиб, его избили. Теперь о том, из чего сбили этого самого Романа Филиппова. Его сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».
судя по всему, совсем-таки настоящего российского производства. И вот теперь главный вопрос. Откуда у тех людей, которые стреляли и попали, это самая ПЗРК «Игла»? Есть два самых основных вариантов. Мы не будем сейчас самые фантастические рассматривать, такие как, например, уже в Государственной Думе Российской Федерации представляют себе, то есть то, что это пришло из Украины или еще откуда-нибудь с Марса упало, Илон Маск привез оттуда на Falcon Heavy. Таких фантастических вариантов мы рассматривать не будем. Есть два наиболее, скажем так, приемлемых варианта. Итак, я напомню, та группировка, которая опубликовала видео, но не взяла на себя ответственность, входит в вот эту вот свободную сирийскую армию. И части этой же самой свободной сирийской армии наступают сейчас вместе с турками в кантоне Африн на курдов. И более того, совсем недавно, по-моему, в конце прошлой недели, они похвастались, одна из тех группировок, которые участвуют в наступлении, что удалось захватить огромные какие-то арсеналы курдского вооружения, в том числе и, собственно, вот эти вот зенитно-ракетные комплексы переносные «Игла». Можно себе представить, что если эти группировки входят в одну и ту же широкую такую, да, коалицию, которую принято называть «Свободная сирийская армия», то почему бы одной из группировок не передать другой этот самый ПЗРК, тем более там, где они воюют с курдами, у них нет никакого противника в воздухе, у курдов нет авиации. А те, кто воюет в провинции Идлиб, они вполне себе даже противостоят авиации, как сирийской, так вот, как и выяснилось, и российской. Это первая версия, которая, в общем, достаточно правдоподобно выглядит. Вторая версия тоже достаточно правдоподобна. Я бы вот правдоподобность этих версий разделил 50 на 50. Совсем недавно, буквально, наверное, с месяц назад, может быть, даже меньше, был уже сбит один самолет ВВС Сирии, правда. Был он сбит тоже повстанцами, судя по всему, как раз из этой свободной сирийской армии. Откуда у этих повстанцев взялся ПЗРК? Дело в том, что они в самом начале войны захватили несколько очень крупных складов вооружений, собственно, сирийской армии. И среди прочего оружия там были в том числе и ПЗРК «Игла». Но у этих ПЗРК был один единственный недостаток. У них были давно выработавшие свой ресурс неработающие аккумуляторные батареи. То есть без настоящей нормальной аккумуляторной батареи эта штука абсолютно никакого не имеет смысла, никакой ценности не имеет, я имею в виду ПЗРК. Ей только гвозди можно заколачивать, да и то осторожно, потому что может рвануть боекомплект. А кустарным каким-то методом колхозить, что называется, долгое время не удавалось эти самые аккумуляторы подключить, какие-то другие не получалось. Там какая-то защита стоит, не все так просто, но тем не менее. Им удалось. Судя по всему, они какой-то нашли способ обойти эту защиту, разблокировать ее и подключать какие-то другие аккумуляторы для того, чтобы именно ток от какого-то стороннего левого аккумулятора давал возможность наводить снаряд и вести огонь по летающей цели. То есть две версии. Первая версия: свободная сирийская армия отбила у курдов и передала своим же товарищам, которые воюют в провинции Идлиб. Вторая версия, что, в общем, это были отбиты у армии Башара Асада, а потом каким-то образом модифицированы, не имеющие никакой боевой ценности, эти самые ПЗРК. Другой вопрос: как могли попасть к курдам эти самые ПЗРК? Здесь ответ, по большому счету, очевиден. Еще совсем недавно, после того, как турецкий ВВС сбили бомбардировщик российский, который залетел из Сирии в Турцию, Россия страшно рассорилась с Турцией и начала поддерживать потенциальных противников Турции, самыми очевидными из которых являются курды, по той простой причине, что давно лелеют мечту о создании независимого Курдистана. И вот в сирийский Курдистан подтекли деньги и чуть ли не признание. В Москве, я уже об этом рассказывал, открылось представительство сирийского Курдистана. Туда какой-нибудь там Борода и прочий мусор человеческий были приглашены на все это открытие. Курды совершенно растерялись от этого, они даже не представляли, что Москва их так любит. И, судя по всему, во время этой короткой очень любви, потому что потом-то они помирились, ножи из спины друг у друга повытаскивали, Путин с Эрдоганом. Судя по всему, за этот короткий роман успел Путин или кто-то из его прихвостней передать в том числе и ПЗРК курдам. И вот теперь эти ПЗРК каким-то таким сложным маршрутом попали в руки самых себе настоящих противников Путина, и по ним, и из них теперь сбивают путинские самолеты.
Такая вот, в общем, история. С другой стороны, сейчас в России этого погибшего летчика восхваляют как героя, но есть и противоположное мнение. Например, кстати, озвученное американским журналистом. Он мусульманин и почти с самого начала войны в Сирии находится там. Я предлагаю послушать его совсем короткое замечание о том, кто такой этот летчик российский, погибший в глазах остального мира, не российского. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Bilal Abdul Kareem, and I'm a journalist, and I'm here in Syria. Now, I've got a message here for the Russian military, and I have a message for the family of Roman Filipov, who was just killed just yesterday as he was flying over Syrian airspace. Now, my message to the family of Roman Filipov is this. Unfortunately, your son or your brother or your uncle or whoever he was to you was not a hero. I don't want people to fall victim to the Russian propaganda. He was a part of the military machine which has been killing and massacring thousands of Syrians. Now, don't think that this is all just propaganda. Don't think that we have so many actors with so much pints and quarts and gallons of fake blood. Those people who are being killed by the military machine that Roman Filipov was a part of is real. It's not fake, it's real. And I say to the people in the Russian military, wake up, everybody. Stop serving the cause of Bashar al-Assad, even if Vladimir Putin, who I personally think is a no-good bum, is telling you that you're doing it to preserve the integrity for the Syrian people. Well, who do you think you're killing over here? Do you think that these people are Americans or Brazilians or something like that? They're the Syrian people. Wake up, folks. I'm Bilal Abdul Kareem, and I'm coming at you from northern Syria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Вот Биляль Абдул-Карим, он, в общем, все то, что нужно было сказать, уместил в какие-то 1,5 минуты, действительно сообщил о том, что Россия воюет, по большому счету, с сирийцами, убивает сирийцев, часто это мирные люди. Ну вот, например, совершенно непонятно, чем закончился налет российской авиации после того, как погиб Роман Филиппов. Он, судя по всему, взорвал себя гранатой, он сначала пытался отстреливаться от тех людей, которые нападали на него, он умудрился катапультироваться, но вот потом принял бой, и, судя по всему, ну, судя по тому видео, которое вот сейчас на экранах, он взорвал себя гранатой. Не очень понятно, пострадал ли кто-то из тех, кто нападал на него, но он точно погиб. Так вот, после того, как он погиб, российская авиация нанесла мощный ракетно-бомбовый удар не только по позициям своих противников, которых, кстати, непонятно кто, потому что все время российская пропаганда разные имена называет, но еще и по близлежащим селениям, в которых, судя по всему, оставались мирные жители, и с большой долей вероятности часть из них пострадала или даже, к несчастью, погибла. Еще очень интересный момент, связанный с войной, с участием России в войне в Сирии. Генеральный штаб Российской Федерации, все эти большие офицеры с огромным количеством звезд и толстенными щеками рассказывают, что вот сначала победили ИГИЛ, воевали с ИГИЛ бесконечно долго. Теперь, после того, как официально уже Путиным объявлено, что ИГИЛ вроде бы как побежден, но с кем-то там воюет, нужно было придумать новую страшилку. И они придумали новую страшилку, которая называется Джабхат аль-Нусра. И вот все время рассказывается, что всюду Джабхат аль-Нусра, ее вообще пройти невозможно, всюду мешают. Естественно, вот эта вот гибель летчика и самолета, на котором он передвигался, тоже была списана на Джабхат аль-Нусру. Все бы было, в общем, достаточно весело, если бы Джабхат аль-Нусра еще год назад, в январе 2017-го, не объявила о своем самороспуске. Действительно, там были какие-то внутренние противоречия, и эта группировка развалилась на несколько частей, большая часть из которых вошли в другие группировки. Ну, как таковой Джабхат аль-Нусры уже не существует, повторюсь еще раз, больше года. Но российский генеральный штаб, российская авиация и, судя по всему, и наемники продолжают воевать с этой Джабхат аль-Нусрой, который черт знает сколько не существует. Успехов им в этом, в войнах с несуществующими противниками, а от существующих, надеюсь, они в скором времени отстанут. К следующей теме идем. Прошлый год был, ну, прям совсем не богат на перевороты, на государственные или военные перевороты.
Но вот по большому счету есть о чем вспомнить только в случае Зимбабве. Да? Я много об этом рассказывал, там действительно произошел военный переворот, а как-то во всех остальных странах, ну не знаю, как-то никто особо и не шевелился в этом направлении. Но вот история в Зимбабве произошла под самый конец ушедшего уже 2017 года. Судя по всему, вдохновила многих. Вот уход Роберта Мугабе, к счастью, кстати, обошедшийся без кровопролития. Я даже позволю себе сказать, опустить частицу практически без кровопролития. Действительно, ни капли крови не пролилось. Его фактически военные вынудили покинуть просто свою резиденцию и еще и снять с себя полномочия. Что вот, в общем, он и сделал. Так вот, в этом году уже сильно проявили себя две попытки переворота. Одна из них на Мальдивах, я вам об этом рассказывал. Напомню еще раз, Мальдивы – это архипелагное государство, островное государство. Больше 1000 островов, 400 тысяч примерно человек. Почти все они, кстати, мусульмане, это в основном мусульманская страна. Там президент, которого обвиняют в коррупции, в злоупотреблении властью. Ну, в общем, как водится, как мы все уже привыкли, если вдруг выходит оппозиция, она знает, в чем обвинить президента. Так вот, президент... Эта оппозиция попыталась его убрать от власти через Верховный суд страны, причем не постоянно, а на время. На то время, во время которого необходимо было бы провести расследование всех этих вероятных злоупотреблений. Ну вот, кстати, опередил их действующий президент Абдулла Ямин, его зовут. Он ввел в стране чрезвычайное положение. И, кроме того, еще арестовал нескольких представителей оппозиции, да еще и 2 членов Верховного суда. Обвинил их в попытке государственного переворота, в превышении власти, в злоупотреблении полномочиями, то есть во чем только можно. Действующий президент Абдулла Ямин своих противников обвинил. Что остается делать сейчас делать оппозиции? Ну, дело в том, что Мальдивы действительно совсем небольшое государство. Расположено оно в Индийском океане и во многом, ну, по крайней мере, экономически зависит от Индии. Так вот, один из глав оппозиции, кстати, сам бывший президент Мохаммед Нашид, я о нем рассказывал, он эколог, человек, который умудрился не замазаться ни в одном коррупционном скандале. Так вот, он, находясь в изгнании, он давно уже находится в изгнании, бежал из страны, его вынудили. Он жил в Лондоне, он отправился в Индию просить Индию вмешаться в процесс, объясняя, что в противном случае может случиться страшное, может случиться кровопролитие, может пролиться кровь и погибнуть люди, демонстранты, оппозиция. Ну, то есть, действительно, если дело дойдет до кровавых событий, непонятно, чем это все может закончиться. Поэтому вот просят Индию вмешаться, возможно, какие-то экономические меры ввести, может быть, дипломатические, а может быть и припугнуть оружием. Это вот прямо сейчас, в эти минуты происходит. Именно, судя по всему, уже закончились или вот-вот должны начаться какие-то переговоры, может быть, не совсем официальные, бывшего президента с кем-то из руководства Индийской республики. Ну, посмотрим, чем все это закончится. Это действительно, в общем, такой зреющий большой переворот. И другой, пока еще не такой впечатляющий, но тем не менее достаточно знаковый переворот может произойти в Южной Африке. В Южной Африке очень интересный президент. Его зовут Роберт Зума. У него какое-то бесконечное количество жен. У него 5, по-моему, официальных. А так, если считать тех, с кем он просто под одной крышей живет, но официально не расписан, вот, по-моему, их 8 всего. То есть 8 жен у человека. При этом он успевает еще заниматься президентством в такой непростой, в такой большой стране, как Южноафриканская республика. Ну, как выяснилось, не очень хорошо он этим занимается по той простой причине, что возглавляемая им партия, Национальный африканский конгресс, в общем, убрала его с поста лидера и требует покинуть еще и пост президента. Это, в общем, скандал, потому что Национальный африканский конгресс – это партия Нельсона Манделы, основателя современного в нынешнем его виде южноафриканского государства. А Джейкоб Зума, он во многом продолжатель дела своего патрона, уже покинувшего этот мир. Более того, они даже в одной тюрьме в свое время сидели, причем очень много лет там провели. Джейкоб Зума и Нельсон Мандела действительно сидели в одной тюрьме в то время, когда была запрещена деятельность Африканского национального конгресса. Сами они обвинялись в дестабилизации обстановки в стране, в чем угодно. Так вот, он достаточно давно занимает президентский пост, Джейкоб Зума, и его все время пытаются сковырнуть, до последнего времени пытались сковырнуть оппозиционные ему партии, те
те партии, которые были им недовольны. Началось это черт знает когда, чуть ли еще не в 2006 году, когда он еще собирался из вице-президента в президенты. Его первое обвинение, которое было выдвинуто против него, это какие-то махинации при торговле вооружением. Ничем это дело не закончилось, но тем не менее все запомнили. Потом появилось тут же обвинение в изнасиловании, оно даже дошло до суда, но Джейкоб Зума был оправдан судом, не нашлось никаких доказательств того, что он кого-то изнасиловал, хотя на самом деле говорят о том, что он был большим человеком, и, судя по всему, было оказано какое-то давление на суд. То есть осадочек остался. Непонятно, чем там дело на самом деле закончилось. Потом пошли обвинения за обвинениями, коррупция, какие-то, значит, истории, связанные с семьей Гупта. Это индийцы, которые из поколения в поколение, уже много поколений живут в ЮАР. У них многомиллионные бизнесы. И вот вроде бы как Джейкоб во время своего президентства помогал этому семейству какие-то получать выгоды. В общем, история такая, что все время пытались сковырнуть оппозиционеры, вот доставая все новые и новые факты, выкладывая их на стол, но никаких подтверждений через суд или как-то еще, каким-то еще способом добиться не удалось. При этом я хочу заметить, что несмотря на вот все вот эти вот истории при Джейкобе Зуме, все-таки хоть какие-то позитивные можно отметить тенденции в самом южноафриканском обществе. Ну, во-первых, там действительно снизилась заболеваемость СПИДом. Он несколько программ оплатил, ну не из своего, конечно, кармана, но инициировал по предотвращению распространения этой эпидемии. И действительно, остановить не удалось, но сократить, причем существенно, число новых заболевших, вот это при Роберте Зуме удалось. Плюс, при Джейкобе. Плюс ко всему, там серьезно удалось справиться с преступностью, победить ее до конца не удалось, но, по крайней мере, теперь не все городские кварталы в стране, как это было еще совсем недавно, опасны для передвижения в любое время дня и ночи. Есть уже и безопасные. То есть какие-то плюсы ему можно записать. Но минусов, судя по всему, и как посчитали уже его товарищи по партии, куда больше. Они успели его обвинить уже в чем только можно, как раз в коррупции, в злоупотреблении властью, в том, что он фаворитизмом занимался, каких-то приближенных отправлял на сладкие места, исходя не из их качеств, не из их компетенции, а из их близости к нему. Сейчас это все развивается прямо вот, можно сказать, на наших глазах. Завтра Зума должен выступать перед своими сторонниками, что-то он им должен заявить, а уже в четверг он должен дать отчет правительству и вот своей партии, отдать ответ на все обвинения в коррупции. Пока он все это отрицает, но пока все голословно. Если получится очная ставка, если его оппоненты из его же родной партии смогут предоставить какие-то конкретные доказательства его злоупотреблений, то посмотрим, чем он будет крыть. И, в общем, с некоторой долей вероятности остается надежда на мирный исход всего этого противостояния. Может быть, смогут предъявить ему какие-то такие вот железные доказательства, нерушимые, что ему ничего не останется, кроме как покинуть пост президента. И тогда в Южноафриканской Республике будут новые выборы и новый президент. А у нас на очереди новая тема. Северная Корея, ну, во-первых, она едет в Южную Корею на Олимпийские игры, на зимние Олимпийские игры. Причем они поедут, даже одна команда, по-моему, женская хоккейная, будет общая. И Северная и Южная Корея вместе. Они на церемонии открытия будут выходить под одним флагом. Этот флаг, белое полотнище с таким голубым пятном, повторяющим карту и Северной и Южной Кореи вместе взятых, без границ проведенных. Так еще и отправиться в Северную Корею Ким, который номинальным является главой государства, но не Ким Чен Ын, как все подумали, а совсем другой человек, которого зовут Ким Йон Нам. Вот ему исполнилось, по-моему, позавчера уже 90 лет, и формально он является главой государства, главой Северной Кореи или Корейской Народно-Демократической Республики, как официально это государство называется. Он с 1998 года занимает пост председателя президиума Верховного Народного Собрания КНДР. Ну, этот самый пост, он формально и является главой государства. Но, повторюсь еще раз, только формально, потому что вся полнота власти находится у семейства других Кимов совершенно, каждый из которых придумывает себе какие-нибудь очередные
очередные звания, очередные какие-то полномочия и так далее. Но главой государства остается Ким Чен Ын, наследник двух других Кимов, которые вот бесконечно уже, по-моему, хотя всего лишь середины прошлого века, правят несчастной Северной Кореей. Про Северную Корею успеем еще поговорить в какой-нибудь из следующих программ. А сейчас предлагаю снова во Флориду перенестись. Там остается минута до запуска Falcon Heavy. И если все пойдет прекрасно, то прямо сейчас мы в прямом эфире увидим, как родстер Tesla, электромобиль, один из новейших, должен отправиться уже к Марсу. Очень надеюсь, что все получится. Очень надеюсь, судя по картинке, не такой уж и сильный ветер сейчас на юге Соединенных Штатов Америки. Будем надеяться, что все удастся. Вот уже там даже временная шкала, по-моему, запущена для того, чтобы следить за тем, как будет разгоняться эта огромная ракета. Кстати, в планах и теоретически она способна долететь до такой далекой планеты, как Плутон. Его, конечно же, разжаловали из планет, но тем не менее. То есть и Марс по плечу. Вот пошло зажигание. Сейчас должны вот эти вот боковые держатели откинуться. Вот, как я и сказал, они откинут. Все, пошел. Красота какая, невероятно красиво. Вот такой дым над Флоридой после срабатывания ракетных ускорителей. Напомню, они уже поднимали ракету в космос. А вот видна скорость 360, 70, 80, 90 км в час. Невозможно уследить. Вы сами видите, да, в правом углу экрана скорость подъема ракеты, скорость разгона. Она уже 600 км в час превысила. Все дальше и дальше. Я повторюсь еще раз. Разгонные компоненты ракеты не сгорят, не развалятся. Они должны будут приземлиться. Причем основной вот этот вот разгонный блок должен будет даже не приземлиться, а приводниться на специальную платформу. Уже Илон Маск этот фокус проделывал, уже ему удавалось вернуть разгонный блок на плавучую платформу. Очень надеюсь, что получится еще раз. Ну и ждем, уже за 1000 километров перевалила скорость, за 1100. Невероятно, уже вторая стадия разгона идет. Совсем немного осталось до выхода ракеты из атмосферы Земли. Вот мы сейчас, я надеюсь, это увидим. Я надеюсь, что те камеры, которые сопровождают ракету, и те камеры, которые закреплены на ней, позволят нам увидеть момент отсоединения того самого блока, в котором заперт Tesla-мобиль, еще и, кстати, и с манекеном за рулем. Так вот, я надеюсь, что мы увидим, как он отсоединяется, отходит от разгонного блока и летит в дальний космос, летит по такой широкой дуге, по такой специально заранее рассчитанной траектории к Марсу, и там уже находит свою орбиту, свое постоянное место, и он там останется. 3000 километров, высота 29-30 километров уже над Землей. Вот-вот уже будет конец атмосферы. Примерно, я так понимаю, через минуту, может быть, через минуту с небольшим должны отойти разгонные блоки для того, чтобы, кстати, вернуться. Это, я напомню, ноу-хау Илона Маска, ноу-хау команды SpaceX. Они смогли придумать ракету, смогли придумать многоразовый именно разгонный блок, который не разрушается, не сгорает, возвращается назад и готов к повторному использованию. Это сокращает в десятки раз стоимость запусков, но все равно, я замечу, все равно космическая деятельность. Вот пошли разгонные блоки отваливаться и возвращаться на Землю, а не разрушаться. Вот они должны сейчас мы уже видим, вот они летят вниз. И мы видим, как над Флоридой уже даже чуть-чуть ушел сам корабль, сама ракета чуть-чуть восточней. Поднимается в воздух этот самый Falcon Heavy. Около 90 миллионов долларов стоил этот запуск, для того, чтобы можно было понять, как дорого обходится космическая программа. Но этот запуск, этот пуск очень важен для программы. Для космической программы в целом и для SpaceX в частности. Они сейчас демонстрируют всему миру, что частная космонавтика – это не баловство и не игрушки. Это не какие-то там сделанные из папье-маше ракеты и полусумасшедшие ученые, которые в гаражах что-то там изобретают. Нет,
Это мощные корпорации, пускай и без государственного участия, которые вон уже не первую ракету отпускают, отправляют в космос, да еще и готовы, судя по всему, долететь до Марса. 10 тысяч километров в час. Невероятная скорость. 112 километров. Невозможно себе представить. Что-то невероятное происходит сейчас на наших глазах. Уже, по-моему, не так хорошо видно те камеры, которые следили с воздуха, из земли за ракетой, уже не способны это сделать. Она вышла на такую высоту, 123 километра уже над уровнем моря. Вот, кстати, вот он, родстер Тесла с манекеном. Манекен одет в новейший скафандр. Don't panic, замечательная фраза из замечательного произведения «Автостопом по галактике». Горит, оказывается, там на приборной доске у этого самого манекена. Ну что ж, поздравляем. Отличная история, прямо отлично. Будем надеяться, что все пойдет и дальше хорошо, что преспокойно долетит этот космический аппарат теперь уже до Марса, выйдет на его орбиту. А мы переходим к следующим историям. В прямом эфире, напомню, наблюдали за успешным пуском ракеты Falcon Heavy. А у нас на очереди теперь балканский вопрос. Балканский вопрос в таком узком его понимании – ссора между Грецией и соседней с ней Македонией. Вот ссора как раз из этого самого названия – Македония. Ссора настолько серьезная, что вот на минувших выходных сотни тысяч человек по всей Греции вышли на протесты под названиями «Есть только одна Македония». Вот в Афинах, по разным данным, собралось от 150 до 200 тысяч человек. В Салониках вышло тоже, по разным данным, от 70 до 80 тысяч человек. Вот вы видите, эти люди выходили с флагами, с плакатами, с национальными флагами и, в общем, с одной единственной целью – не дать Македонии узаконить свой статус в Евросоюзе и НАТО, и в других, в общем, международных организациях. Что это за спор, откуда он родился, предлагаю из нашего сюжета понять. Историческая область древней Эллады, Македония, занимает ныне часть территории не только самой Греции, но и Болгарии и бывшей Югославской республики Македония. Именно под таким названием «Бывшая Югославская республика Македония» государство представлено в Организации Объединенных Наций. Назваться просто Македонией страна не смогла по настоянию Греции. У Афин строгая позиция. Македония в мире только одна, и она находится на греческой земле, и никто, кроме греков, не имеет права на это наименование. На греческих географических картах Македония только одна, крупнейшая из провинций страны с административным центром в Салониках. Соседние государства именуют обычно Республика Скопье или даже просто Скопье по названию столицы этого самого государства. Не согласны греки даже с названиями вроде «Северная» или «Верхняя Македония», которые предлагали для официального наименования страны. В Греции строго придерживаются принципам «Есть только одна Македония». Доходит до того, что греческие пограничники заставляют водителей из соседнего государства заклеивать буквы «М» и «К», аббревиатуру фактически запрещенного названия государства, на номерах автомобилей, въезжающих в Грецию. Но отказываться от названия Македония жители этой страны, несмотря на все неудобства, не собираются. Сами они, несмотря на то, что говорят на славянском языке, близком к болгарскому, считают себя потомками тех самых героев-македонцев, покоривших 2 с лишним тысячи лет назад почти весь известный мир. В государстве царит настоящий культ лидера этих героев – Александра Македонского. Его гигантская конная статуя установлена в самом центре Скопье. А в учебниках истории говорится, что великий завоеватель был предком именно славян-македонцев, а вовсе не современных греков. Вот такой вот скандал. Александр Македонский, он герой национальный и в соседней же Греции. И греки страшно разозлены тем, что кто-то претендует на их историческое название, на их исторического героя, на всю ту историю, которая стоит за всей этой славой, не меркнущей уже 2300, по-моему, лет. А там на видео в сюжете были представители фашистской партии «Золотая заря», но я хочу заметить, что далеко не только, и вернее даже не столько фашисты выходят сейчас на митинги в центры городов греческих. Как раз в большинстве своем это простые греки, которые таким образом видят свой гражданский долг именно в этом, в том, чтобы выйти и отстоять то, что они считают неотъемлемой своей исторической ценностью.
в Скопье, вообще во всей Македонии, глядя на это, немножко посмеиваются, но при этом, еще раз повторюсь, большие проблемы все равно остаются. Проблемы остаются, например, в наименовании в НАТО. Там они остаются, как было понятно из сюжета, бывшей Югославской республикой Македонии. Кроме того, Греция тормозила вход этой самой бывшей Югославской республики в Евросоюз и в НАТО, мешала даже переговорам, подали в Международный суд македонцы, выиграли дело в 2011 году, но это не помогло. Греция, которая входит в Евросоюз, продолжает вставлять палки в колеса, мешает этому процессу, требует, чтобы македонцы пересмотрели свое отношение к истории, придумали себе какое-нибудь другое название, не так нервирующее, собственно, самих греков. Но те стоят на своем, поэтому скандал продолжается. На скандал уже обратили внимание в мировых столицах, откуда звучат призывы и к тем, и к другим начать конструктивный диалог. Но напомню еще раз, порядка 20 лет существует уже, да уже больше, Республика Македония. После развала Югославии она, естественно, появилась как независимое государство. И все это время продолжается скандал вокруг ее названия. Успеваю еще об одной истории вам рассказать сразу после короткой паузы к ней. В Эквадоре небывалое по меркам нашей части света событие. Там есть президент, его зовут Ленин Морено. Он очень интересный человек. Он, например, передвигается в инвалидной коляске. Он был сильно ранен во время ограбления в конце 90-х годов, потерял подвижность нижних конечностей, теперь, прошу прощения за тавтологию, теперь передвигается на коляске. Но речь не об этом. Там прошел референдум, на котором эквадорцы проголосовали за сокращение возможного числа президентских сроков. Вернее, даже не так. Там предшественник этого самого Ленина Морено, Рафаэль Корреа его звали, он вообще протащил через Сенат, отменил ограничения на количество возможных занимаемых президентом сроков. Сколько угодно можно сидеть. Хочешь 5 раз, хочешь 6 раз. Сам он 3 раза сидел. И, судя по всему, планировал выходить на президентские выборы еще раз. В 2021 году в Эквадоре должны были пройти президентские выборы. Но вот этот самый Ленин Морено, который, кстати, был при предшественнике Рафаэля вице-президентом при нем, и который, в общем, наверное, имел шансы проиграть в 2021 году к своему бывшему шефу. Причем он сам, кстати, не собирается идти на следующий срок, он просто хочет навредить этому самому своему бывшему коллеге. Так вот, он через всенародный референдум, а не через какое-то там голосование в парламенте, провел запрет на бесконечное число переизбраний. И теперь этот самый Рафаэль Корреа не сможет переизбраться. Таким образом, Ленин навел порядок в этом бесконечном количестве президентских сроков. Вот я так понимаю, что Корреа его вытаскивал в качестве такого Дмитрия Медведева при Путине, такого зайки ушастого, такого не очень умного, но очень исполнительного, который будет держать и греть место, пока Рафаэль Корреа, эквадорский Путин, будет изображать из себя премьер-министра или еще какую-нибудь, значит, мелкую сошку. А потом, когда придет время, этого самого Медведева, Ленина выбросить на свалку истории и снова вернуться на свое, собственно, как он считает, законное место. Но вот, в отличие от России, в Эквадоре Медведев оказался с характером, с зубами, не зайкой такой растеряйкой, не ушастым бездельником, а таким человеком, который смог побороть вот этот вот преступный круг коррупционных наследований престола и, в общем, навел порядок, положил конец. На этом все, много не успел рассказать. Вынуждены были прерваться на запуск Falcon Heavy. Всех нас поздравляю с этой, в общем, огромной вехой в науке и в космонавтике. Увидимся в следующий вторник, а завтра в 22:20 мой коллега, журналист Денис Казанский проведет программу «Оккупированный». Всего доброго, спокойной ночи.